Понятно, что в нашем мире коммуникации, перевод с одного языка на другой – очень важное дело. Но всего лишь приблизительно 1,5–2 года назад в обществе, в российском, созрела уверенность, что если перевод с языков мира у нас развит, то перевод с языков народов России у нас развит не очень. И задумались об этом сразу несколько инстанций. Я расскажу только об одной этой инстанции, где я этим занимаюсь. Это Российская академия образования, или кратко РАО, она находится в Москве. У нее есть центр, которым я руковожу. Он называется «Стратегический центр развития переводческого образования в России». И его деятельность целиком посвящена развитию перевода с языками народов России. Это его основная цель, для этого он был создан. В чем здесь дело? Надо понимать, что под переводом, что скрывать, чаще всего имеется в виду художественная литература. Да? Мы переводим и читаем переводные книжки, люди переводят вот какие-то стихи и так далее. На самом деле не это главное в переводе, этому человечество уделяет 7% объема своих сил, и 7% текстов приблизительно – это художественные тексты. Основной перевод – это перевод устный и письменный. Письменный – это перевод документации, технической документации. Устный – это перевод на разных переговорах разного уровня, в том числе синхронный перевод. Так вот, по умолчанию в нашей стране всегда было так, что готовили переводчиков с языками мира – английским, испанским, французским, немецким. И совершенно никто не заботился о том, чтобы был перевод еще с языков народов России. Вместе с тем, в нашей стране 37 государственных языков, включая русский. Русский и 36 региональных языков. Якутский язык входит в их число, между прочим. И в очень большом количестве инстанций этот язык нужен, а переводчиков таких не готовят. И когда создался этот центр, и передо мной была поставлена на очень высоком уровне задача обеспечить, да, какие-то мосты между переводом с языков народов России и русским языком, первое место, куда я отправилась, была Якутия. Это было 1,5 года назад, потому что первое мероприятие или цикл мероприятий, которые мы придумали, назывался «Делаем книгу» и был посвящен переводу художественной литературы с региональных языков на русский язык. В данном случае здесь, на базе университета, и в этом заключается очень важный момент, что это именно на базе университета происходит, был собран большой-большой семинар преподавателей, студентов, аспирантов, магистров, писателей, поэтов, инженеров и всех, кому дорог якутский язык и литература на нем, чтобы решить вопрос, что нам перевести такого, что потом бы читала Россия. Да? Попутно с этим семинаром, который успешно прошел тогда, в конце октября 2017 года, мы решали также вопрос о том, что если мы хотим научиться переводить и обеспечить этот мост, то нам нужно еще, чтобы перевод был и устный, и чтобы он был не только с якутского на русский, но и с русского на якутский. Поэтому параллельно мы с моей коллегой, мы вдвоем это делали, с Альбиной Витальевной Бояркиной, членом моей группы в стратегическом центре, мы вели еще мастер-классы по синхронному, якутскому синхронному переводу. Это было замечательное шоу, и оно тоже показало, что нужны все эти каналы. В качестве материала для той книги, которую мы готовим, мы избрали, ну, вернее, не мы, а университет, советуясь с писателями, избрал творчество Тимофея Сметанина. Это писатель, который мало был отражен в переводах, неполно, и которому, кстати, в этом году исполняется 100 лет. И вот к 100-летию Сметанина как раз мы и начали готовить книгу. И задумка следующая. Мы готовим книгу билингва. На левой стороне якутский текст, на правой стороне русский текст. Эта книга снабжена комментариями, вступительными статьями, которые показывают значимость этой фигуры, историю перевода в Якутии и так далее.
И потом эту книгу мы сдаем в московское издательство. В данном случае это, видимо, будет издательство ОГИ, культовое издательство сейчас в нашей стране. И совместно с университетом мы ее издаем в Москве. Ну, достойным тиражом, в красивом издании. И этот проект мы в данный момент и осуществляем. Книга уже готова, в ней более 500 страниц. Сделали переводы вот те самые преподаватели, студенты и так далее. И мы считаем в РАО, что такой вариант – это путь и увеличения умений по переводу, и одновременно пропаганда якутской культуры, вообще региональных культур, и налаживание каких-то мостов. Ну вот это первый мостик. У нас в планах Российской академии образования наладить максимальное количество таких мостов, и каждый раз у нас будет вот этот путь. Помимо этого, помимо вот семинаров и подготовки книги, мы открыли всероссийский портал ресурсов по переводу, где, в частности, есть все языки народов России. Делается это и для того, чтобы люди могли выбрать себе какие-то пути повышения образовательного уровня. Там есть маршрутизатор, можно, чтобы вам подготовили специальный маршрут. Если вы хотите стать переводчиком синхронным с якутским языком, вот вы посмотрите, как это можно сделать. Но вторая здесь задача – это пропаганда языков народов России и рассказ о культурах, о языках, показ этих языков с тем, чтобы не было никакой дискриминации между региональными языками и мировыми языками, чтобы они стояли на одной доске, чтобы любой человек мог с такой же легкостью выучиться переводу с якутским языком, как переводу с английским языком. Вот это задача номер 2. Значит, что мы еще в ходе нашего сотрудничества предпринимаем? Помимо этого, мы в стратегическом центре готовим модели иноязычного описания культур. Ну, я не могу этого показать, поэтому это очень сложно представить себе. Ну, представьте себе, скажем, что якутская культура описывается на французском языке или там, на английском языке. Но она описывается на русском языке. Когда вы описываете одну культуру на другом языке, там есть очень важные закономерности, как назвать там, например, балаган, как он называется так, чтобы русские люди, если мы показываем якутскую культуру на русском языке, не приняли это за балаган в своем смысле, русском, да, а поняли, что это такое этническое жилище. Вот для этого есть специальные правила. Мы разрабатываем в РАО эти правила и создаем модели, межкультурные модели. Вот общение по этой части у нас впереди. И мы будем в будущем также предлагать такие модели для Якутии, например. Помимо вот такого моделирования, у РАО всегда была экспертная функция. В этой связи мы готовим экспертизы, связанные с переводом в регионах. Ну, здесь идет в данном случае речь не об Якутии, но недавно мне пришлось составлять экспертное заключение по переводу с восточно-кабардинским языком. Есть такой язык на Кавказе. Потому что есть большая проблема, и она очень горящая. Мало того, что у нас почти нет в регионах переводчиков с региональными языками. Есть такие гении и сумасшедшие, которые, вопреки отсутствию образовательных программ, выучиваются сами на переводчиков. Но этих переводчиков дискриминируют по их региональным языкам. Им говорят, что ну, если вы переводите с английского, это цена ну, такая средняя. Если с китайского, то она вдвое выше. А если это с кабардино-балкарского, это ниже. Вот такая ситуация по всей стране. И в этой связи, конечно, очень важно устанавливать какие-то нормы, да, и этим тоже занимаемся. Мы, естественно, в полном контакте с университетами, с национальными и республиканскими библиотеками, с тем, чтобы были разработаны какие-то представления о том, что такое перевод с национального языка, и чтобы не было никакого синдрома вторичности в отношении этих языков. Значит, давайте поговорим еще о переводе. Я знаю, и я собирала сведения об этом, что якутский перевод – это довольно широкое понятие. И помимо художественной литературы,
Есть необходимость переводить в Государственном собрании, есть необходимость переводить юридические документы, и это все делается. Да? И в этой связи у якутского ареала уникальная ситуация. Только здесь и только в этом университете есть кафедра стилистики якутского языка и якутско-русского перевода. Таких кафедр больше в нашей стране нет. И она героически совершенно готовит как раз специалистов по переводу. Что здесь важно? Важно, чтобы переводчики, которые этот мост обслуживают, мы сегодня несколько раз уже говорили о мосте, чтобы эти переводчики умели переводить из якутского на русский и обратно, да, в обе стороны, и письменно, и устно. То есть были переводчиками категории «Б». Переводчики категории «Б» – это переводчики, которые переводят активно в обе стороны. Когда мы проводили мастер-класс по синхронному якутскому переводу, такая очень милая девушка синхронила, у нее все получилось хорошо, но я очень хорошо поняла, в чем проблема. Очень редко нужен синхронный перевод, потому что культура синхронного перевода, ну, она просто еще не дошла. На самом деле, если сегодня переводят устно, то переводят практически всегда синхронно. Это в центральных регионах, это в Москве, это у нас в Петербурге и так далее. Но нужно готовиться к тому, что она придет и сюда. Поэтому следующая задача, которая нам предстоит, это задача подготовки устных переводчиков-синхронистов. При этом и в нашей стране, и в других странах очень долго доминировало представление, что синхронный переводчик – это какой-то такой гений, который родился раз в столетие, и только он может переводить. Ничего подобного. Это сакрализация совершенно обыкновенной профессии. И сегодня есть успешные методики. Вот одну из них я показывала в позапрошлом году, которые позволяют научиться базовым каким-то приемам за 5 часов, а потом их совершенствовать. Поэтому это сюда придет, и я думаю, что развиваться этой замечательной кафедре нужно не только в сторону художественного перевода, но и в сторону регулярных занятий синхронным и устным переводом. Ну, вы понимаете, что здесь круг проблем очень широкий. Мы только в начале пути. И я надеюсь, что Якутия здесь послужит модельным регионом, потому что на самом деле в культурном отношении это очень развитая республика. Культура здесь процветает, национальный язык чувствует себя так, как он должен себя чувствовать. И поэтому я думаю, что якутский опыт и опыт Северо-Восточного федерального университета поможет другим регионам. Спасибо.